Шербек Суинбаев в прошлом году собрал урожай фасоли с 4 гектаров. Сельчанин рассчитывал, что если стоимость на его продукцию останется такая же, как и в предыдущие годы, то для него это будет настоящий праздник. Но праздника не случилось. Цена на фасоль упала в несколько раз. Чтобы покрыть расходы, Шербеку пришлось продать 2 тонны фасоли от силы по 15-20 сомов за 1 килограмм. Сейчас фасоль у нас готовы покупать всего лишь за 15 сомов, но это же нам совсем не выгодно. Более того, с такой ценой мы даже не сможем вернуть те деньги, которые мы потратили на то, чтобы посадить, вырастить и собрать урожай. В министерстве же, как и ожидалось, связывают проблемы фермеров с вездесущим мировым кризисом. В связи с ним-то перед Новым годом цена на фасоль и упала, а те действия, которые правительство все же предприняло, в реальности действенными не оказались. Мы стараемся делать все от нас зависящее. Если отталкиваться от средней закупочной стоимости фасоли, то совсем недавно она составляла 33 сома за килограмм. К концу 2015 года цены резко упали. Мы проводили переговоры с турецкими бизнесменами, но они купили лишь часть. И вот одна из парламентских фракций взяла на себя ответственность решить проблему фермеров по-своему. Лидер республики Атаджурт Омурбек Бабанов в ходе своего визита в Турцию сумел договориться с некоторыми предпринимателями и нашел несколько путей решения проблемы. В итоге турецкие предприниматели согласились купить бобовые по 33 сома, а очищенные по 35. 11 января я полетел в Турцию и решил эту проблему. Конечно, я вижу, что в правительстве стараются, но этого недостаточно. Так продолжать сидеть сложа руки тоже нельзя. Но думаю, что уже к следующему понедельнику все должно решиться. Кроме этого, покупатели из Турции обещали предстоящей весной выделить на безвозмездной основе 20 тонн семян отборной фасоли. А готовую продукцию с этих семян Турция, скорее всего, впредь будет покупать у наших производителей уже с большим удовольствием. Алексей Немашкал, Мерим Ташибекова, Бакыт Кошалиев, НТС.